Мы зашли чересчур далеко. Мы вернулись в 90-е годы. Как можно было сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было? Русский, татарин. И, конечно же, наверное, эта тема, она имела место, и ее надо было рассмотреть, но не в той форме. Ведь после того, как появился такой документ, мы, по моему поручению, создали рабочую группу, правительство и сегодня работает. Мы работали, в том числе вместе с прокуратурой, и отстаивали, доказывали, поправляли наши учебные планы с учетом тех требований, которые или тех моментов, которые присутствуют. Я считаю, что эту работу надо было спокойно довести до конца. Я обращался и к прокурору, и к следующему, я обращался и к генеральному прокурору, что нам нужно время, чтобы мы с Министерством образования Российской Федерации эту работу могли довести до конца, объяснить людям. Но, к сожалению, я очень сожалею, что здесь виноватыми оказались директора школ, и я считаю, что это совершенно неправильно. Вина, как вот сказал депутат Рыбушкин, наверное, если есть у всех у нас, но не у директоров школ. Директора школ выполняли те инструкции или ту систему, которая нас сложилась. Сегодня директора школы – это интеллектуальный потенциал нашей республики. В преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали некий вот такой, или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо, значит, по отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Ведь, в принципе, надо же все это дело было продумать. Ведь как получается? Нам нужно было время, чтобы все эти вопросы. К сожалению, Министерство образования Российской Федерации не отреагировало, но сейчас у нас идет конструктивный диалог. Я уверен, что мы найдем общие точки решения данного вопроса. И нельзя трактовать, вот, как кто кому как вздумается. Но как может быть государственный язык добровольным? Это нигде в мире такого нет. Если есть это в мире, покажите добровольно. Да, он добровольный. В Швейцарии ты из 4 языков выбираешь 2 языка. У нас нет такого. У нас один язык государственный нашего субъекта. И я согласен. Нам надо работать над методикой, над количеством часов, чтобы нагрузка для детей и все эти остальные. Мы эти вопросы понимаем, и мы эту работу ведем. Значит, я бы просил, значит, во-первых, депутатский корпус. Этот вопрос, значит, мы в процессе обсуждений, и у нас, наверное, будут итоги нашей работы с Министерством образования, мы вам доложим, как работа идет. Если кто-то хочет сказать, что там президент республики не реагирует, не занимается, работа над этим вопросом, и не надо ее политизировать, она чересчур уже вышла за пределы. Сейчас уже, значит, оппозиционные как бы структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими и татарами. Разве это можно позволить у нас? Значит, я обращаюсь к вам, как прокурор республики. Ведь по большому счету, я вам говорю, если у вас есть претензии, обращайтесь ко мне, привлекайте меня, привлекайте Мухаммедшина. Но зачем директоров школ терроризировать? И если вы дали предписание, ну зачем? Это же наши люди. Ну как можно вот таким образом работать с людьми? Ну, это ваше право. Вы дали свои предписания, мы их должны выполнять. Но вы дайте предписание нам, вот,
спросите с этих депутатов, спросите с меня. Мы знаем, что много что надо там нам поменять. Вы же знаете, какие документы мы подготовили. Мы этот вопрос с вами открыто обсуждаем. И никто это не скрывает. Но сегодня мы уже зашли чересчур далеко. Если мы сегодня еще на заседании Государственного совета будем нагнетать эту ситуацию, она вообще, я считаю, что в рабочем порядке мы должны отработать с Министерством образования наши вопросы. Потом мы доложим перед уважаемыми депутатами. Если у нас не получилось, мы скажем, что у нас не получилось. Если получилось, какие нужны будут там изменения. Я обращаюсь и к вам, чтобы этот вопрос мы сегодня не обсуждали. Нам нужно время, чтобы мы довели до логического завершения ту работу, которую ведем. Вот вчера очень хорошая встреча и мероприятие было на базе ассамблеи. Значит, они тоже поддержали ту схему, которую наработало правительство. Значит, Илья Ильич, я прошу, директорам школ вопросов пока не должно. Мы отработаем и перед вами тоже отчитаемся. Значит, мы тоже такие же люди, которые отвечают перед главой государства. Поэтому, значит, только вы в один момент все изменить силовым методом не должны. Вы и так уже породили столько напряжения, значит, хотя договоренность была такая, что нам нужно время, и мы эти вопросы в рабочем порядке вместе с вами будем наводить порядок. Я считаю, что здесь вы должны подсказать тем руководителям, которые в районных городах, значит, они должны соблюдать этикет. Директорам школы так относиться нельзя. Завтра я должен с ними организовывать выборы. Это в преддверии выборов, разве такие вещи можно делать? Значит, мы все законы Российской Федерации будем выполнять, но законы каждый по-своему не должен трактовать. Есть закон, есть Конституция России, есть Конституция Республики, есть закон Республики Татарстан, который принят. 20 с лишним лет мы этими законами жили, работали. Наверное, надо было внести некие коррективы, изменения. Мы согласны. Мы же не оспариваем количество русского языка. Ведь почему получилось, что родной язык, значит, перебирали за счет татарского? Потому что в федеральном стандарте сократили количество татарского языка. И, конечно же, неоднократно это и поднималось в части изучения, значит, методик изучения государственного языка. Здесь есть, конечно, вопросы, и там мы это тоже принимаем. Поэтому я очень прошу сегодня не нагнетать ситуацию, она и так сегодня, вот кому интересно расшатать стабильность, значит, это же не только Татарстан, огромное количество обращений со стороны татар, которые, значит, они тоже следят за этими вопросами. Поэтому нам надо выдержанно вот этот путь завершить до конца. Значит, и тем самым главное обеспечить стабильность, чтобы у нас не было никакого раздрая. Ну как можем мы, значит, татарин, русский, там, классы разделять или другие вещи? Это вообще неприемлемо. Республика всегда отличалась стабильностью, поэтому с учетом этого, сегодняшнее обсуждение я бы просил перенести, и я думаю, что у нас будет в ближайшее время что сказать и привести там необходимую работу до логического завершения.